Еженедельное совещание Кабинета министров начинается с подведения итогов прошлых 7 дней. Ингушетия масштабно отметила День молодежи. Праздник объединил амбициозных, активных, талантливых людей на одной площадке. Владимир Сластенин отметил, что каждый на своем месте показал высокую подготовку к празднику. В субботу хорошее мероприятие, которое показало слаженную работу правительства. Действительно мощное мероприятие такое, столько площадок. Глава отметил работу всех участников, и комитет по делам молодежи, и Министерство культуры. Поэтому планку понижать нельзя. Давайте все сделаем так, чтобы у нас в эту субботу, 5 числа, тоже прошло на высшем уровне. На повестке сегодня 6 ключевых вопросов. Первый – о ходе подготовки к проведению торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Республики и ко Дню единения Ингушетии с Россией 5 июля. Какие мероприятия пройдут в регионе, рассказала министр культуры республики Залина Лянова. В программе мероприятия планируется выступление ведущих творческих коллективов и отдельных исполнителей из Республики Ингушетия, Республики СКПО и федеральных артистов. Установка и оформление сценической площадки, всех декораций, видео, звукооборудования, световой аппаратуры. Проведение репетиций праздничной программы с 4 июля с 11 часов, 5 июля с 11 до 13 часов. А само праздничное мероприятие пройдет с 18:00 до 21:00. Далее участники совещания обсуждают реализацию в республике региональных составляющих национальных проектов и федеральных программ. В 2024 году республика приняла участие в реализации 45 региональных проектов в составе 13 национальных. А в этом году в рамках поддержки федерального центра работа продолжается. По некоторым проектам Ингушетия в зеленой зоне. По мониторингу Министерства финансов России у нас кассовое исполнение превышает среднее значение по Российской Федерации по 5 проектам. Продолжительная активная жизнь, у нас касса 55,8, потом инфраструктура для жизни 36,7, экология 81%, эффективная экономика 100% и беспилотная авиационная система у нас 72%. Заслушали участники совещания итоги работы регионального центра управления регионом по мониторингу информационного поля в сети интернет, обработке жалоб и обращений от населения Республики Ингушетия. Специалисты стараются реагировать на обращения оперативно. У нас за отчетный период зафиксировано 7 информационных рисков, 4 из них оперативно отработаны, 3 информационных риска на контроле, срочная отработка не требуется. Так вот, на прошлой неделе местными жителями в социальных сетях начало распространяться обращение о загрязнении реки Назранки. Информация нами была передана сразу незамедлительно в Росприроднадзор для проверки. Специалисты ведомства выехали на указанный участок для оценки состояния реки и источника загрязнения для дальнейшего принятия соответствующих мер. Об организации работы по обеспечению водоснабжения населения республики в летний период отчитался исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Муслим Чапанов. Поделился, какой фронт работы запланирован в отдельных муниципалитетах, чтобы не возникали проблемы с водой. В круглосуточном режиме функционирует телеграм-канал «Штаб», где озвучиваются все проблемные вопросы, доводят до населения ситуацию с аварийностью и сроками восстановления водоснабжения. Это тоже дает возможность обратной связи с населением, чтобы не допустить социальной напряженности в населенных пунктах, подвозят воду. Определен Михаил Зиалдинович на прошлой неделе дал ряд поручений протокольных и определил порядок подачи заявок, порядок формирования реестра и потом согласования. Обсудили участники совещания и ход проведения в Ингушетии весенней призывной кампании и отбора граждан на военную службу по контракту, а также организация оповещения призывников на срочную военную службу в вооруженных силах России. По всем вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Лина Цичоева, Султан Бугучев, Магаз 24.